Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара, и я ее ведущий Нарсо Абухба. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня и коротко о темах в сегодняшнем выпуске. На преступника и солнышко не светит. По факту повреждения липы на поляне Лыхнашта возбуждено уголовное дело. Экологическая альтернатива. У компании «Эко-Апсне» появилось специальное оборудование для дробления и переработки пластмассы. По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба. Уголовное дело возбуждено по статье 257 части 3 «Незаконная порубка деревьев и кустарников, повреждение до степени прекращения роста, а также срезка растений, представляющих природоохранную и коллекционную ценность». Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. На сегодняшний день проводятся необходимые следственные мероприятия. На сегодняшний день собран соответствующий оперативный материал. Произведен осмотр места происшествия, опрошены все жители близлежащей территории, где было совершено данное преступление. Проводится совместная работа прокуратуры СХБ и МВД Республики Абхазия. Также даны соответствующие поручения службам на установление лиц, совершивших данное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье 257 части 3 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Проводятся неотложные следственные действия. У вас есть подозреваемый на данный момент? Нет, об этом мы сейчас говорить не будем. Виновные в вандализме на исторической поляне Лыхнашта должны быть наказаны в соответствии с законом. В то же время, как говорят жрецы и священнослужители, произошедшее на поляне Лыхнашта вызов и своего рода испытание для всего общества. Человека, посягнувшего на святое, обязательно настигнет кара. Своим мнением поделился секретарь Совета священной митрополии Абхазии Герман Маршаня. Для всякого жителя Абхазии, вне зависимости, даже, как мне кажется, от его религиозных, национальных, социальных предпочтений, это сакральная территория, и все, что там есть в этом ансамбле, связано с духовной составляющей. Если мы посмотрим на историю, то за многие годы нашей истории, но особенно это 19-й, значимый 20 века, вот на этой поляне происходили очень серьезные события, которые были не просто люди собирались и были свидетелями этих событий, да, а объединяли людей. Для того, чтобы решить какую-либо задачу, для того, чтобы справиться с каким-то вызовом, который происходит, который возникает перед народом, не просто отдельным человеком или семьей, нужно объединение, нужно единство. И вот появился какой-то Герострат, который вот посягнул на такие сокровенные вещи, на вещи духовные, на вещи культурные. А как вообще нам следует реагировать вот простым людям? Вы знаете, я могу говорить с точки зрения христианина, потому что сам являюсь христианином. Вот сейчас мы переживаем с вами последнюю неделю Великого Поста. Это приготовительное время для того, чтобы подготовить душу человека к встрече Пасхи. Такой вызов произошел в дни Великого Поста перед нашим народом. Значит, Господь хочет посмотреть, а как мы на это реагируем. Вот каким образом? Конечно, негодование – это первое, что возникает в душе. Ну а что затем? Это публичное действие, да, это публичный вызов, который был брошен нам. И, естественно, мы хотим, чтобы раз было публично совершено преступление, то, соответственно, и публично было совершено наказание. Наверное, так и произойдет, скорее всего, потому что вряд ли это у нас маленькая страна, у нас маленькое общество, вряд ли сколько-нибудь долгое время вот никто не будет знать, или эта тайна там будет храниться годами. Нет, скорее всего, мы узнаем, что произошло. Но я бы в этом случае воздержался от идти на поводу порывов страсти. Да? Человек, совершающий такое преступление и бросающий публичный вызов, он ведь уже в области духовной на себя накладывает проклятие. То есть для этого не нужно ничего говорить, для этого не нужно собираться и там публично предавать какому-то остракизму и так далее.
сам человек уже накладывает на себя проклятие. Единственное, что мы можем сделать со своей стороны, мы должны помолиться о том, чтобы Господь простил ему. Потому что, знаете, Господь говорит, что преступления человека не остаются просто с человеком, они распространяются на его природу, на его близких, на его ближайшее окружение. Вот. Мы прекрасно знаем в нашем маленьком обществе, к чему приводит вообще проклятие. И, к сожалению, так получается, что сила проклятия, она не в том заключается, что вот мы на кого-то его накладываем. Нет, чаще всего человек сам на себя накладывает проклятие своими поступками. Он ставит себя в противостоянии с Богом. Человек не может жить в противостоянии с Богом. Бог есть источник жизни. Я не могу говорить от лица жрецов. Я высказываю позицию только с точки зрения церкви. С точки зрения церкви мы не накладываем проклятие в церкви, мы лишь констатируем факт, что человек сам себя поставил в положение вне церкви. Что значит вне церкви, вне общины? Это значит, что мы больше не молимся об этом человеке, мы не общаемся с ним. Вот потеря общения – это самое страшное, что может быть в жизни человека. И он начинает страдать. Эти страдания для исправления. В Нижнем Новгороде подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в области туризма между муниципальным управлением администрации города Сухум «Арго Инвест» и управлением по туризму города Нижнего Новгорода. Стороны будут содействовать сотрудничеству по линии национальных и региональных туристических ассоциаций, обществ, фирм и предприятий, способствовать обмену опытом в области туризма путем проведения тематических семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам, представляющим взаимный интерес. Соглашение в области туризма «Арго Инвест» ранее было подписано с городами Краснодар и Казань. МИД Абхазии напоминает, что осталась неделя до окончания приема документов от граждан республики для участия в конкурсном отборе на обучение в дипломатической академии МИД России по программам магистратуры и аспирантуры. Вся необходимая информация на официальном сайте МИД. Повторное использование твердых бытовых отходов, пластика, бумаги, стекла – это не только способ заработать, но и сделать мир вокруг нас чище. Эко-Апсна – первая и единственная организация в Абхазии, которая занимается сбором и сортировкой вторичного сырья. Теперь у компании появилось оборудование для дробления и переработки пластмассы. Специальная дробилка передана Эко-Апсна социально-экологическим фондом КАП Групп. Все детали у Али Китрапш. Проект Ацкера реализуется социально-экологическим фондом КАП Групп при поддержке программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию. Социально-экологический фонд КАП Групп основан инициативной группой, которую объединяет общая цель – изучить возможность запуска в Абхазии производства изделий из переработанного пластика. Все мы знаем, насколько актуальна эта проблема для Абхазии, и такого рода организации, как Эко-Апсны, несут в себе вот эту социальную миссию, социальный такой бизнес, который направлен на решение, частичное решение этих проблем. Мы со своей стороны решили поддержать эту компанию, приобрести для них специальную установку для дробления пластика, которая позволит уменьшить объемы этого сырья, что снизит их логистические какие-то расходы и позволит более устойчиво реализовывать свои цели. Эко-Апсна – это первая и единственная организация в Абхазии, которая занимается сбором и сортировкой вторичного сырья. Компания будет измельчать пластиковое вторсырье с помощью приобретенной для них КАП Групп измельчительной машиной и таким образом увеличит объем сбора неразлагаемых отходов. Новое оборудование для измельчения вторсырья в течение 3-4 часов измельчает около 500 килограмм пластика. Уже в дальнейшем переработанный материал отправят на реализацию в Россию. Заготовительная база Эко-Апсна открылась в декабре 2021 года. Она закупает вторичное сырье у ряда крупных компаний и организаций республики, отделяет его и сортирует на компоненты, пригодные для вторичной переработки и не подлежащие вторичной переработке. Обработанные компоненты прессуются, приобретают форму, необходимую для транспортировки, и отправляются на перерабатывающий завод России. За деятельность работы компании с нашими силами было свезено на заготовительную базу
более 32 тысяч кубов вторсырья. Пока у нас как бы экономика не выстроилась, исходя из того, что на рынке России по вторсырью цены значительно снизились. И так как у нас логистика очень дорогая выходит, потому что мы далеко располагаемся от заводов-переработчиков, и плюс там все расходы по границе, пока у нас мы идем в минус, закрыли год, то есть с убытками. Надеемся, что ситуация поменяется. Нам помогают наши партнеры, российская компания «Экоград». Сотрудники социально-экологического фонда КАП Групп в рамках реализации проекта Ацкера также ведут работу по привлечению внимания к проблеме переработки вторсырья. И главная цель нашего проекта – это любыми способами добиться увеличения внимания к этой проблеме переработки вторсырья, переработки отходов. Что мы делаем? Это и квесты, это экскурсии, это выставки, это большая образовательная программа в школах. Мы установили несколько пробных контейнеров в 3 школах, в кафе, в гостинице по переработке вторсырья. То есть есть у нас контейнер, который собирает пластик, контейнер, который собирает картон. Приобретенная дробилка улучшит логистику предприятия «Экоапсна» и снизит затраты на экспорт переработанного пластикового сырья. Увеличение пластика, которое они могут экспортировать, повысит эффективность производства, что позволит компании укрепить свои позиции и перейти к другим этапам развития. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Русские театры из 10 стран получат финансовую поддержку от России в этом году. Об этом сообщила заместитель министра культуры России Алла Манилова. Финансовая поддержка зарубежных русских театров будет осуществлена в размере 10 миллионов рублей. 5 миллионов на закупку сценического оборудования и 5 миллионов на постановки. В числе получателей финансирования Государственный русский театр драмы имени Фазили Искандера. Финансирование также получат театры из Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, 2 театра из Узбекистана и театр Южной Осетии. С 12 по 14 апреля в Сухуми при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы пройдет фестиваль русской культуры. В Доме Москвы в Сухуми состоится книжная выставка, которую откроет дефиле русского костюма. Коллекцию представит известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин. В ходе фестиваля будет организован круглый стол «Механизмы взаимодействия Москвы с российскими соотечественниками». Запланированы мастер-классы и творческие вечера российской писательницы Анны Гончаровой и серия популярных лекций кандидата медицинских наук, кардиолога Екатерины Звалинской. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 11 апреля, на территории Абхазии ближе к вечеру возможен дождь. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 градуса тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Камчи-Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.